Ежегодно в нашей стране при исполнении служебных обязанностей гибнут сотни честных, мужественных милиционеров. Происходит это не только в горячих точках, но и в мирных регионах. Ему было всего 27, когда его жизнь трагически оборвалась. 25 мая 2007 года не стало старшего лейтенанта милиции Айвара Саитова. Вот уже третий год на его могиле всегда свежие цветы. Оперуполномоченный отделение по борьбе с экономическими преступлениями отдела внутренних дел по Белорецкому району и городу Белорецк, сибайский парень Айвар Саитов погиб во время служебной командировки. Он выезжал в Уфу на коллегию Министерства внутренних дел. Возвратиться обратно в Белорецк Айвару уже не пришлось. Я прихожу к нему сюда, в могилку, я не верю, что здесь Айварик. Мне все кажется, что он приедет. До сих пор не верю, что он умер у меня. Мне его так не хватает. И вспоминаю, когда прихожу сюда, всегда его детство. Как он, он рос. И он вообще был такой ребенок, вы знаете, вот его просто не хватает. В тот злосчастный вечер старший лейтенант милиции Айвар Саитов вместе со своими коллегами на служебной машине возвращались домой, в Белорецк. На встречку неожиданно выехала машина. Сидевшая за рулем женщина получила права месяц назад и не убедилась в безопасности маневра. Все случилось в считанные секунды. Оперуполномоченный ОБЭПа Айвар Саитов и водитель Галим Багаудинов погибли на месте. Я бываю здесь часто. Мы в основном всегда с мамой приезжали. С мамой ухаживали, всегда у него живые цветы. И каждый год день смерти и день, когда отмечает праздник День милиции, приезжают его ребята со всех городов республики. Здесь же на кладбище недавно похоронена и бабушка Айвара. Она души не чаяла в родном внуке и его утрату пережить не смогла. Высаженные в два ряда голубые ели, ведущие к могиле Айвара Саитова, это аллея памяти. Ее сделали коллеги по работе, сотрудники Белорецкого отдела внутренних дел. С момента той страшной аварии минуло более 2 лет, но годы не стирают память. Каждый месяц дом, где жил оперуполномоченный ОБЭПа, посещают его товарищи по службе. В моей практике не было такого случая, чтобы сотрудники попадали в ДТП. И вот данный несчастный случай, который произошел 25 мая 2007 года, это было просто шоком для всего УВД нашего Белорецкого. Ну и, насколько я знаю, там виновата была сопредельная сторона. Мог ли избежать Айвар командировки в тот день, сказать точно не могу. От этого никто не застрахован. В правоохранительные органы Айвар пришел в 2003 году. За его плечами тогда уже было 2 образования. Юноша окончил Сибайский политехнический колледж по специализации бухгалтер-экономист и филфак Сибайского института БГУ. На базе этого же учебного заведения Айвар отучился и на военной кафедре. Свою карьеру начинал с должности участкового уполномоченного, тогда еще в Белорецком управлении внутренних дел. Целеустремленность, хорошие показатели по работе, честность, ответственность, старания нового в коллективе человека начальство заметило сразу. Спустя несколько месяцев Айвар Саитов начинает работать в отделении по борьбе с экономическими преступлениями, курирует линию потребительского рынка. Его старания увидели даже в нашем управлении. И на него я лично рассчитывал, потому что у него помимо выявления, уже как он стал, помимо этого были склонности действительно чего-то свое, чтобы добавить. Я в то время еще просто догадывался, что он что-то писал там, оформлял все это, где-то оставлял в памяти. А так-то надежда у меня была из-за него. И наверняка он бы на данный момент, на сегодняшний день уже и учился, кандидатскую защитил бы. Ожидал, у нас у одного сотрудника по оперуполномоченному Хамидяну Ильясу недавно сын родился сын, но я примерно догадывался, когда будет. Потом он ночью мне звонит мне. Дамир Штемирович, у меня сын родился. Я поздравляю, радостно тоже. Все-таки сын же радость, большую же радость. Ну, мы решили назвать его Айвар. Его все уважали, любили. Я вот продолжаю непосредственно ту работу, которую курировал Айвар.
То есть, если более немножко подробно остановиться, потребительский рынок, такая отрасль сложная, то есть это работа со всеми предпринимателями, то есть контроль над их деятельностью. Вот, я неоднократно ездил в министерство, наше управление, которое в Уфе находится, и там тоже все помнят Айвара, спрашивают, и поэтому я работаю так, чтобы оправдать и как бы, не опозорить эту деятельность, которую начал Айвар. Сотрудник он был очень вежливый, как человек, скромный. Никогда он ни с кем не ругался. Честным был очень. И в коллективе его уважали все. Параллельно с работой в органах Айвар отучивается на юриста в Уфимском юридическом институте, поступает в аспирантуру, пишет научные работы. Коллеги всегда отмечали его открытость, стремление к самосовершенствованию, тягу к новым знаниям. С первых дней в коллективе он проявил себя как очень перспективный милиционер и пользовался заслуженным авторитетом. Увидев его, я увидел просто парня, который имеет дальнейшие перспективы в будущем. Все думали, что пройдет время, и Айвар, закончив обучение там, какое-то второе, третье, будет служить в МВД в Уфе, достигнет высокого положения, заработает большие звезды. В общем, все прочили ему светлое будущее. Он мог достичь больших высот, но его жизнь оборвалась слишком рано. Последствия той страшной аварии 25 мая 2007 года до сих пор дают о себе знать тем, кто тогда находился в машине и выжил. Да, им удалось вырваться практически с того света, но восстановить здоровье они не могут до сих пор. В отделе внутренних дел по Белорецкому району и городу Белорецк создан специальный музей. Там, в уголке милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, значится и имя Айвара Саитова. В конце мая того рокового года ему должны были дать очередное звание. В комнате Айвара все по-прежнему, так, как было до его гибели. Вот эта комната осталась таким, каким он и жил, и мы ничего не трогали. Вот его форма висит, вот у него значки и все. Потом он имеет очень много благодарности лично от министра МВД Республики. Благодарственные письма, почетные грамоты. Потом все, что здесь стоит, так мы и сохранили. Что странно, за 2 месяца до своей смерти он говорит: я говорю, можно мы переселимся, говорю, все-таки маленькая комната, а тебе большую комнату отдадим. Он говорит, мам, пусть все стоит как есть, не трогайте. Я прихожу, здесь отдыхаю. И вот это все, как при нем было, так и стоит. Как говорит мама Айвара, Венера Мунировна, именно в этой комнате она находит успокоение в сложных жизненных ситуациях. Здесь все напоминает о нем. Фотографии на стенах, китель и даже баян. Айвар с детства рос очень талантливым ребенком. Закончил музыкальную школу, любил петь. Присущее ему чувство юмора не раз веселило друзей и родственников на различных торжествах. Как просто это все запомнить, ведь в жизни нашей все это не зря. Easy, easy to remember, easy, easy, easy to remember, easy, easy to remember, easy, easy to remember. С самых малых лет Айвар знал, что будет защитником своей семьи. А иначе, наверное, и быть не могло. Честность и принципиальность, умение находить подход к людям, мужественность юноши – это ли не те качества, которыми должен обладать настоящий страж порядка? С 9 лет Айвара воспитывал отчим. Очень хороший мальчик. Я его воспитывал как своих сами, как своего сына. Мы жили дружно, сейчас живем дружно. Учился он в школе, тоже примерно поведение отличное, вообще хороший мальчик. Дома постоянно помогал. Проблем вам не доставляли? Проблем никаких не было. Фуражка Айвара, которую он одевал и работал. Здесь телеграммы также поздравительные на каждый праздник. А здесь вот стоят вот сувениры. Когда он у меня учился в иностранном факультете, и он имел возможность во время учебы съездить
во Францию. Вот и мы привезли. А это, когда была возможность, моя дочь тоже посетила те места, где ходил его родной брат. Для нас старший брат как бы был в семье главнее, и все его просьбы мы выполняли, и он нас тоже как бы смотрел за нами, как за маленькими сестренками. То есть таких как бы больших ссор не было. Мы всегда шутили, смеялись, вместе ездили в сад, там собирали плоды, работали вместе, жили очень дружно, и он как бы заменял нам родителей, когда родители вот работали, он все время смотрел за нами. С детства меня вырастил он все время, потому что мама как была на работе, он, по идее, воспитал меня брат. Ну и за сестренку он ее просто обожал. Розальку нашу, и постоянно вместе были. У нас очень крепкая, дружная семья. Розаль, для тебя брат опора был? Да, как он мог дать любой совет, то есть являлся примером для меня. То есть, я и сейчас, конечно, беру с него пример, чтобы добиться того, что он добился. Да, чтобы как достичь его вершин. Не хватает. Тяжело. Последний он видел мою дочь Эльвиру. Он рассказал, говорит, мам, даже, говорит, не позвонил, говорит, Эльвира, говорит, вот разговаривал говорит, со мной, и, говорит, я здесь не должен, говорит, стоять, говорит. Я, говорит, так не хотела ехать, говорит. Вот прежде чем, говорит, ехать, говорит, в Уфу, он, говорит, я видел сон, говорит, страшную, говорит, аварию, говорит, как я погибаю, говорит. Потом он, говорит, пришел, говорит, в этот... Они погибли, еще сержант у них, водитель погиб, Калим. Он тоже подошел, говорит, Айварику, говорит, вот не хочу ехать, говорит, айда сломаем машину, что ли, говорит, что-то, говорит, мне плохо, говорит, не тянет их ехать. А у них же, говорит, коллегия была в Министерстве МВД Республики, он говорит, приказ есть приказ, надо ехать. Но я видела его самое последнее в Уфе, мы с ним встретились, сходили в кафе, смеялись, и он сказал, что он не должен быть здесь. Ему приснился плохой сон. Он посмотрел так на меня грустно. Он говорит, Эльвира, ты знаешь, я не должен быть здесь. Я должен быть в совершенно другом месте. И я еще подшутила, ты что? Я говорю, сейчас приедешь. Как раз он в этот вечер должен был приехать, забрать Гульнару и приехать к родителям знакомиться уже. Да, свою девушку планировали свадьбу в июле месяце. Вот, я его проводила. Потом вечером я пошла в кино, и такое чувство, как будто что-то внутри оборвалось. Я чувствовала это. Я позвонила маме. Мама не могла со мной разговаривать. Я начала обзванивать всех своих родственников. Никто толком мне ничего не говорил. Когда я приехала домой, я почувствовала то, что что-то не так. И мама меня встретила и сказала, что брат погиб. Было очень тяжело, и я не верила первое время. И сейчас не верю. И до сих пор не верю, что вот он умер. Мы все думаем, вот сейчас придет. С такой надеждой живешь. И Но у него чувство было, интуиция очень сильно была развита. Поэтому я тоже думаю, говорю, как так могло случиться? Как так могло случиться? Все, кто знал Айвара Саитова, неизменно отзываются о нем только положительно. Он был воплощением мужественности, добра, искренности. Светлый человек, в котором не было ни капли серости. Он должен был жить, но судьба распорядилась по-своему. Сейчас, когда его уже с нами рядом нету, мы понимаем, что его очень не хватает. Мы до сих пор его ждем, думаем, что он зайдет домой, скажет: привет, я приехал. Однажды птицей на заре, в
туманной дымке предрассветной я появлюсь в неясной мгле, из вашей памяти воскресну. Пускай пройдут печаль и грусть, ты верь в меня, и я вернусь. Мне не хотелось уходить, ведь я любил и был любимым. И ты не плачь, мы будем жить, пока есть силы. Пускай пройдут печаль и грусть, я обещал, и я вернусь. А я когда-нибудь вернусь, пускай на вечность расстаемся. Вот только смерти не боюсь, когда нас ждут, мы остаемся. Пускай пройдут печаль и грусть, я все равно к тебе вернусь.